Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать на урок русского языка. Тема нашего урока – «Какая ты вода? Волшебница вода». Сегодня на уроке вы найдете информацию в тексте и сделаете короткие записи. Будете писать раздельно предлоги со словами. Как вы уже поняли, ребята, мы с вами продолжаем говорить о воде. Я предлагаю вам посмотреть небольшой видеоролик. Вода в природе может находиться в трех состояниях – газообразном, жидком или твердом. Облака, снег и дождь представляют собой различные состояния воды. Облако состоит из множества капелек воды. Эта жидкая вода капает на землю в виде дождя или кристалликов льда. Вода, которая находится в газообразном состоянии, называется водяным паром. Туман, облака, пар из кипящего чайника – это газообразное состояние воды. Облако также может состоять из кристалликов льда, которые зимой, падая на землю, превращаются в снежинки – снег. Лед и снег – это твердое состояние воды. Давайте проведем с вами небольшой опыт. Возьмем кусочек льда, нагреем его. Лед превращается в воду. Продолжаем нагревать воду. Над поверхностью начинает образовываться пар. Возьмем холодное стекло и поднесем к пару. На стекле начинают образовываться капельки воды. Сделаем вывод. Вода из твердого состояния, это лед, переходит в жидкое, вода, затем в газообразное, пар. Многие считают, что они хорошо знают воду. В нашей повседневной жизни вода настолько привычна, что мы не задумываемся о ней. Но оказывается, не так все просто. В природе тайн очень много. Давайте попытаемся открыть некоторые тайны воды и постараемся определить ее свойства. Первое свойство. Посмотрите на эту посуду. Наливаем воду. Какую форму приняла вода? Вода не имеет формы. Она приобретает форму сосуда, в котором находится. Второе свойство. Возьмем разноцветные трубочки для коктейлей и поставим их в стаканы, наполненные водой. Что показывает этот опыт? Вода не имеет цвета, то есть она бесцветна. Третье свойство. Почему в аквариуме видны рыбки? Вода прозрачная. Четвертое свойство. Какой вкус у сока и воды? Вода не имеет вкуса. Пятое свойство. Как могут пахнуть мамины духи и как пахнет вода? Вода не имеет запаха. Шестое свойство. Что произойдет, если в чай добавить сахар и размешать его? Вода является растворителем. Что ж, я думаю, вы узнали много очень интересного о воде. А сейчас следующее задание. Ответьте на вопросы, ребята, а ответы запишите в тетрадях в виде предложений. Итак, в каком состоянии бывает вода? Какой бывает вода? Чем пахнет вода? Какая вода на вкус? Не торопитесь. Вспомните. Проверьте себя. У меня получились вот такие ответы-предложения. Вода бывает в жидком, газообразном и твердом состояниях. Вода бывает бесцветной, прозрачной. Вода не имеет запаха и вкуса. Молодцы, ребята! Я думаю, вы все правильно выполнили данное задание. Ответьте на вопрос, почему люди иногда говорят: «Какая вкусная вода!» Ведь мы только что поняли, что вода не имеет вкуса, не имеет запаха.
А так говорят ребята потому, что именно вода лучше всего утоляет жажду человека. Поэтому в тот момент, когда человек очень сильно хочет пить, ничего вкуснее и лучше воды быть не может. Посмотрите внимательно на экран. Я предлагаю вам выполнить следующее задание. Вам нужно заполнить таблицу «Верно, неверно». Прочитайте внимательно утверждения. Те, с которыми вы согласитесь, поставьте галочку в графе «Верно». Те, с которыми не согласитесь, отметьте как «Неверно». Будьте внимательны. Проверьте себя, ребята. В крови человека и живых существ в растениях есть вода. Данное утверждение абсолютно верно. В камнях есть вода. И это утверждение верно, ребята. В местах, где нет или мало воды, люди не живут. А вот данное утверждение как раз-таки неверно. Люди не используют воду для перевозки грузов. И это утверждение неверно. Конечно же, люди на самом деле используют воду для перевозки грузов. Воду беречь не надо, потому что ее на земном шаре очень много. И это также неверное утверждение. А сейчас я предлагаю вам прочитать текст, и вы увидите, правильно мы заполнили таблицу или нет. Без воды не было бы жизни на Земле. Она есть в каждом живом существе. Человек на 2/3 состоит из воды, а некоторые растения почти на 4/5. Возьмите любой камень с дороги, и в нем, в его мельчайших трещинках, есть вода. Там, где есть вода, всегда есть жизнь. В тех местах, где нет или мало воды, люди роют колодцы, каналы, создают искусственные моря и водохранилища. С давних времен люди используют речные и морские пути для плавания и перевозки грузов. Помните, воду надо беречь. На земном шаре уже существуют территории, где воду продают, так как ее не хватает. Ну что ж, теперь я думаю, вы согласитесь, что данную таблицу мы заполнили верно. Сейчас я предлагаю вам познакомиться с очень интересной информацией о воде. И туман, и облака состоят из мельчайших капелек воды. Различие заключается в том, что туман стелится по земле, а облако образуется высоко над землей. Ночью, особенно под утро, на листьях кустарников и на траве появляется роса. Роса – это капельки воды. Ночью воздух охлаждается, и пар, содержащийся в нем, превращается в воду. Из-под земли бьет ключик прозрачной чистой воды. Это ключевая вода. Откуда она появляется? Это грунтовая, подземная вода, просочившаяся через верхние слои почвы. А сейчас задание, ребята. Выпишите из данных предложений слова с предлогами и поставьте к ним вопросы. Проверьте себя. Из капелек, из чего? В том, в чем? По земле, почему? Над землей, над чем? Молодцы! Я уверена, вы все правильно выполнили данное задание. Мы сегодня много нового узнали о воде, о свойствах воды. Я предлагаю вам дома самостоятельно поработать над небольшими проектами и узнать, почему дождь идет каплями, что такое ледники и почему вообще лед не тонет. Я думаю, вам самим будет очень интересно узнать ответы на эти вопросы. Сегодня на уроке, ребята, вы узнали очень много интересного о свойствах воды, находили информацию в тексте и делали короткие записи, писали раздельно предлоги со словами. А на сегодня наш урок подошел к концу. До свидания.